Добрались до нужного места. Вот река. Вот следы мои. Ужасно как проваливаешься. Тяжело идти. Да и что-то я перепутал с направлением. Пошел куда-то не туда. Пришлось еще по целине много идти. Еще, наверное, чуть дальше пройду и там где-то буду спускаться. Можно здесь спуститься, но здесь небольшой, наверное, косяк, или я не знаю, как правильно, там течение большое. Кто его знает, что там под снегом. Осторожно надо быть. Так, туда пойду и там спущусь. И там яма. Вот в этой яме буду рыбачить. И здесь тоже, в принципе, можно попробовать. Там тоже вот яма. Ну, можно еще тут. Тут порыбачим. И в этой яме. И больше, наверное, невозможно ходить. Там снег, блядь. Снег вообще там. Трудно ходить по целине. Что по берегу идешь, что там на реке одинаково. Снегу выше колена там. И 2 раза опаснее по льду ходить. Потому что не знаю, что там ожидает. Если вдвоем еще можно как-то, хоть напарник что-то сможет сделать, там тебя и вытащит из проруби, или наоборот, чтобы не мучаться, толкнет там под лед и меньше мучаешься. Вот такая фигня, короче. Ну что, будем пробовать. Пробовать рыбачить. С охотой так немножко повезло, но посмотрим, что нам река даст. Рыбу или чешую. Будем смотреть, рыбачить. Просверлил первую лунку. Лед на сантиметров 50-60. Черви у меня сдохли. Я не знаю, там или в избушке перегрелись, или на полу они были, наоборот, замерзли. Но они дохли, все. Не знаю, что с ними. Банка теплая, я не знаю, что и думать. Ну, в общем, надо быть фанатом, рыбаком, чтобы ходить по такому снегу, вот на льду, тоже сантиметров 40. И я спустился, лыжи там оставил. В общем, на лыжах, в принципе, можно оттуда было спуститься, так я. Но тяжело идти, я лучше, я оставлю, и обратно придется, конечно, подниматься. И вот такое место такое ровное, тут течение тоже есть, а тут яма, глубина. Тут яма, глубина, и вот этот где-то метров 70, наверное, до поворота. Вот здесь и буду пробовать рыбачить. Больше никуда, наверное, не пойду. Просто невозможно ходить. Невозможно. Там вообще тяжело. Снега много. И одет как-то. Если по-легкому одеться, чтобы легче ходить было. А тут наоборот. Я оделся для рыбалки, чтобы не мерзнуть. Там буду сидеть. Здесь сделаю десяток лунок, наверное, и хватит. Тишина. Если бы была рыба, конечно, сразу подошла бы, может, клюнула, или я не знаю. Но хариус, она такая рыба, надо искать. Много труда надо, чтобы найти хариуса. Бывает, приходится бурить 50-70 лунок. Целый день искать. И еще попадешь или нет на ихний жор. Первая рыбалка в этом году зимняя у меня на хариуса. Так. Близко на дне уже надо. И что он там заклинило-то вообще?
подожди. Хоп. На дне или нет? Нет еще он. А, вот, на дне. Все. Ну, примерно возле дна мормышка. Первая лунка, конечно, несчастливая оказалась. Без поклевки. Будем еще светлить, дальше ходить искать. Простейшая удочка. Здесь обычный сальник. От сальника обычный сальник. Там есть пружинка. Все прикрепляю на удочку, на хлыстик изолентой. И через эту пружину через эту пружину проходит леска. И если клюет, там видно даже. Поклевки нету. Не клюет, однако. Поймал одного хариуса. Таких средних размеров. Я уже заколебался менять весны, крючки. Очередной раз хочу поменять мормышку. Вон такая крупная какая-то, вольфрам. Попробуем на него. Давление повышается, прохладно становится. Не клюет. Или рыбы нету, или что-то клёва нету, жора нету. Чем этих хариусов искать, лучше с прикормкой ельцо ловить. Сел на одну лунку и сиди себе. Так. И уже опарыш. Но опарыша начал пробовать. Может, что-нибудь попадется. А этот первый попал на желтую мормышку. Какая-то не очень маленькая, крупная мормышка. Тоже вольфрамовая. Ну, как с размером вот это. Не ловится, почему-то не ловится. Не хочет рыба брать. Искать тоже неохота ходить по такому снегу. И не буду. Поперек реки 3 лунки сделал. Сижу. Если есть рыба, сама подойдет. А если нету, и тем более если еще не хочет брать, бесполезно искать. По такому снегу ходить. Мотобур, если мотобур, он там сверлить вдвоем. Один сверлит, другой ищет, ну, ловит. Я другого не ожидал. Я думаю, так и закончится с таким результатом рыбалка. Мерзну, рыбачу. Последнюю лунку просверлил. Там долго уже сидел он. Там 3 лунки поперек реки. И там яма, глубина еще. А тут уже все мельче. Ну, не глубоко уже вообще. И здесь уже там вообще песок, наверное, будет. Глубина маленькая. Нет, рыба не берет. Не хочет брать. Начал уже мерзнуть. Сперва потел шел. Сейчас наоборот уже мерзну. Вон, вторая удочка. И справа еще там не видно. 3-я удочка. Где он сейчас потерял? А, вон он.
тоже поддергивает. Там кто-то клевало, но так и не смог поймать. Дернет пару раз, так подойдет, так тык-тык, медленно так поддергивает. Потом я навстречу начинаю играть. Там обычный крючок и повыше грузило. Я начинаю играть тоже. Все, отходит куда-то. Вон там видно, что тишина тоже. Никто не подходит. Да, рыбалка не удалась, конечно, но что поделать. Будем, наверное, уже скоро закругляться. Че без толку стоять, сидеть. Попил чай сейчас там, в термосе попил чай. Там уже в избушке сразу заварил, там песок. Сладкий чай сделал, чтобы не мучаться тут разовым чаем пакетика. Потому что сейчас уже я мерзну, и как бы еще заваривать отдельно, время терять. Снегопад. Тихо так, снежок идет, медленно, тихо. И проясняется, погода меняется. И вон там вообще нормально, там уже все прояснилось. А там слева чуть-чуть облачно. Наверное, все-таки морозы, наверное, будут. Сколько дырок там просверлил я? 3 там, 3, 4, это 5, там 6, 7 штук. Достаточно. Я думал 10 просверлю, а не клюет. Че толку? Бесполезно. Ледобур возьму. Дочку еще оставлю на некоторое время. Посмотри, глубина именно до колена. Еще до льда еще ноги не дошли. В общем, 45-50 сантиметров снега. Вон, начало опять подошла. Пару раз так тык-тык сделает, дернет. Опять ушла. И уже сколько? 2 часа, наверное, здесь торчу на одном месте. Надоело, честное слово. У меня терпения на рыбалку вообще нету. Лучше с ружьем сходить куда-то. Хоть ничего не видеть, но все равно интереснее, чем на кивок смотреть или на поплавок. Мне вот понравился прошлый раз, как я рыбачил и ловил ельцов. Отлично получилась рыбалка. И в палатке теплее, а здесь вот ветер, я замерз. И, наверное, чуть-чуть вот вчера простыл и немножко колотит, аж, холодно мне. И опять ушла. Вот так вот. Подходит и уходит. Вот тут еще одна удочка. Вот она. Снега-то сколько. Руки мерзнут, все мерзнет. Всем надоедает. В общем, стало прохладно, из-за этого она быстрее надоедает. Не берет чего там. Может, рыба тоже скатывается с этих мест куда-то на нившеры, может, уходит, я не знаю. Холодно-то как.
нифига. Вот так и сижу, в одну точку смотрю. Красота. Нравится мне в лесу. Тишина и покой. Пару фотографий еще сделаю, наверное. Наверное, уже буду сматывать удочки. Что там сидеть больше, если не клюет. Еще там одну удочку, наверное, оставлю и все лунки проверю так. Нет, не хочет. Бесполезно. Начал собираться. Плотно пошел снег. Сейчас снегопад хороший идет у нас. Вот поймал 2 хариуса. Больше крупного у нас нету. Но он как удочка. Смотрите. Нормально. Ни мелочь не беспокоила. Ни крупной, ничего нету. Уже все. Руки онемели от холода. Соберусь. Пойду к избушке. Там еще надо и снег, наверное, убрать. С дровами разбираться. На уху поймали 2 хариуса. Уха хорошая получится. Некоторые именно с головы их хвоста уху варят. Я этого не понимаю. Я обычно голову сразу собаке даю. Не принято у нас так, чтобы из головы что-то делать. Нет. Что там кушать? Ничего там нету. Самое вкусное у рыбы это нижняя часть. Вот. Вот где живот у рыбы. Весь сок, весь жир, все находится вот тут. В этой части. Что у щуки, что у хариуса, у любой рыбы. Самая вкусная часть вот эта. Вот. Блюдо делает вот эта часть. А вот это ерунда. Это что голова, что-то сварить можно из головы. Только для собак и кто капканом и еще охотится, промысловики, можно на на приманку ставить. В принципе, нормальный хариус. Уху сварим, жарить тут мало, но уха хорошая получится. Все, собираюсь. Видно, наверное, на камеру, как снег идет вон. Плотно вышел снег. Сейчас только что было безоблачно. А сейчас, как видим, пошел снег. И погода меняется, и рыба все равно не берет. Может и нету рыбы. Но мне такая рыбалка не нравится. И неохотно хожу. Так вот и иногда бывает захочется вот порыбачить. Пошел, порыбачил, посидел. Сейчас хорошая погода, безветренная будет. На Ельцов еще, наверное, схожу. Мне понравилось. В прошлый раз, как Ельцов ловили. Холодно как. Вот так провели очередной день сегодня на льду. По времени не знаю, сколько я рыбачил. Часов нету, ничего нету с собой. Сейчас в избушку пойдем, да посмотрим. Сейчас уже буду собираться, что. По-быстрому там снег уберем. Заправиться еще надо. И поедем. Вот так.
Вот так, что вот так. Вертолеттян десь талон. 3 удочки. Вон. Вот такая мормышка. Еще обычный крючок был и вот желтый, крупный вольфрамовый тоже. Вот. Хоть ты золото сюда прикрепи, если нету рыбы или не берет, ни хрена ты не поймаешь. Это бесполезно, трата денег только, блин. Это проверено тоже. Рыбалка это, я не знаю, именно трата денег. Многие уже не ходят на рыбалку и на охоту, поняли? Лучше, говорят, мы купим в магазине, дешевле обойдется. Сейчас сосед шел с магазина и не обманываю. Вот такие караси. Вот такие, сантиметров 30, наверное. Ширина, наверное, 15 сантиметров. Такие, и спина так сантиметров 3. 4, наверное, ширина. О, руки замерзли, его же не гнутся пальцы. Все, кончай базар, нахуй. Надо идти в избушку. Холодно тут. Холодно тут, однако. Вот. Лунка оставляем. Сейчас сюда прилетят клесты и будут... Ну, они любят вот воду или я не знаю, что они там ищут. Когда вот уже где вот большое течение, вода открывается, и там иногда вода темная выходит, ну, желтая даже бывает. И там собираются птицы, что-то клюют, я не знаю, что они ищут там. На промоинах вот этих, где вот или выдра выйдет, или бобры. И на перекатах, вот, что я хотел, вот перекат, вот, здесь тоже вот перекат, потом здесь яма, вот на этой яме и целый день я сидел, думал, побольше поймаю, но я рад всему, что я ловлю. Вот поймал одну, я рад одной рыбе, поймал одну птицу или зверя, я рад тому, что мне дано поймать, словить. А за количеством я не буду гнаться. Не буду, вот, скажем, по несколько ведер там ловить. Там у человека есть такая, я не знаю, как это, алчность или хрен его знает, как правильно говорить. Но человек такой жадный, что готов поймать все. Лучше так почаще сходить, свежую рыбу поймать там несколько, ну, пару штук, на несколько жарок. А вот некоторые поймают там, блядь, 10 ведер. Ну куда им? Если не продадут, они все равно, они пролежат там и невкусные, и придется выкинуть. Я не уважаю тех, кто вот готов все поймать одним разом. Все уже под снегом, у меня рюкзак под снегом скоро будет. И вот на колебалку у меня еще один крючок. На балансир-то есть, на балансир. Балансир иногда прикрепляю, иногда щук так проверяю, может есть или нету. Ну так без толку тоже таскаю в рюкзаке. Не поймал еще ничего на этот балансир. Все, собираюсь, идем к избушке, будем подниматься там, не знаю, сможем, не сможем, придется, лыжи у меня там, наверху где-то вон там. И там тропинка, колея моя, вон. Вот где он, где-то там, вот там буду подниматься обратно. Штурмую гору. Раньше мы в детстве в школе в зорницы играли. Тоже штурмовали. В гору поднимались. Там противник нас ждали, а мы не сдавались. Ох, блин. Так. Ну, смотри, какая колея.
Вот место рыбалки нашей сегодняшней. Наша рыбалка. Здесь была у нас десяток лунок, наверное, все так и мы сделали. 7 было и еще там просверлил 1 или 2, не помню уже. Вот. И так приходится подниматься. Скорее бы уже наст. По насту ходить легче. А сейчас, блин, в лесу самое то время бездорожье. Ни на лыжах, ни пешком, ни на технике, ни на чем. Вообще гибель. Так. Победили, однако. Вот они, мои лыжи-то. Вот они, лыжи. Все. Смотри, опять проясняется. Так. Сейчас будем обратно уже по своей лыжне легче будет идти. Так. Опа. Все. Мы на коне. Мы на коне. Все, пойдем обратно. Тут делать больше нечего. О, приятно уже по своей лыжне-то идти легче. Вот я и говорю, что когда тяжело ходить, снег не держит, лучше ходить в лес с напарником. С напарником, чтобы меняться и легче, конечно. Вот тут еще можно было порыбачить, а куда уже? Там тоже глубина, там глубина и течение. Там страшное место тоже. Блин, на лодке поднимаешься, и то бывает так, водовороты такие дергают лодку. А сейчас под снегом непонятно, что вот. Здесь вот перекат тут. И тоже, что ждет тебя под снегом? Нет. Лучше избушку теплую, чем, блядь, холодную воду туда. Так. Угу. Раньше я там где-то ходил. Сегодня что-то у меня в голове компас сбился. И чуть под другую сторону пошел я. Такой круг придется сделать, но ничего. Было можно и напрямик там идти. А солнца нету. Вот сейчас только вышел, а с утра не было солнца. И что-то я направление вообще потерял. И вот такой поворот. Вон река. И смотри, вон тут тоже река. Видел? Такой поворот, такой туда поднимается. И сюда обратно дошла. Вон. Здесь уже. А тут между этими реками вот, наверное, 50 метров ширина. Бывает там вообще 20 метров. Такие повороты делаешь на лодке, когда поднимаешься. Ну да, река. Угу. Река. А мы домой. Все, едем. Угу.